Социальные концепции – это не что-то новое, это документ, который регламентирует и рекомендует последователям определенной религии, каким образом им жить в современном социуме. Не секрет, что современный социум очень сильно отличается от того, что было, например, 1400 лет назад. Появляется новое слово в медицине, в науке, в образовании, в здравоохранении, в экономике. И все это должно быть объяснено. Ислам как религия и шариат как мусульманский закон, он не терпит пустоты и вакуума. Ислам как религия для жизни, она призвана дать верующим ответ на любой вопрос, который является актуальным. И если в современном мире, в таких странах, в которых мусульмане являются меньшинством, как, например, в Украине, стоят очень важные актуальные вопросы, шариат, то есть исламский закон, должен давать рекомендации, как мусульманам поступить в той или иной ситуации. Социальную доктрину или социальную концепцию подписывала и Римо-католическая церковь во время Второго Ватиканского собора, и Русская православная церковь, и даже мусульмане России принимали документ, который тоже называется социальной концепцией. В Украине подобного документа не существовало. А какие положения в нем содержатся? В этом документе прописываются такие положения, как ислам и наука, ислам и современное образование, ислам и современная медицина, ислам и современная экономика, ислам и участие мусульман в политической и общественной жизни немусульманских стран. И описываются, допустим, такие вопросы, которые актуальны для мусульман. Например, мусульмане спрашивают, можем ли мы, например, заниматься донорством или трансплантацией органов? Можем ли мы работать в каких-то учреждениях светских, не мусульманских? Как шариат смотрит на это? Можем ли мы лечиться у врачей современными способами лечения, тем более у врачей не мусульман? Пока нет подобного документа, который на официальном уровне регламентирует и дает пояснения, все идет в руки конкретным имамам или муфтиям. Приходят к имаму или муфтию человек и говорит, вот моему отцу или моей матери нужна пересадка почки, например. И это ислам разрешает или запрещает? Или, например, у меня болеет ребенок. Можно ли мне делать переливание крови? Допустим, взять кровь у донора не мусульманина, заплатить ему, потому что донор не хочет это сделать бесплатно, а другого донора я не могу найти. Но это нужно для спасения жизни моего ребенка. Разрешает ли ислам это? Понимаете? И когда этих вопросов накопилось такое огромное множество, что все, например, ко мне как к муфтию приходят люди и начинают спрашивать, а что если у нас нету мусульманских банков в стране? Могу ли я открывать банковскую карточку в государственном или частном банке? И таких вопросов по разным сферам жизни огромное множество. Отвечать каждому и перед кабинетом принимать очередь посетителей по каждому актуальному вопросу, это занимает огромное количество времени и сил. Необходимо дать мусульманам базовое направление, разъяснить, как им поступать в той или иной ситуации. Именно для этого и была разработана и подписана социальная концепция мусульман Украины.